Меня зовут Аюб. Я приехал из Таджикистана. Учусь здесь на Харьковском национальном медицинском университете на стоматолога. Я начал заниматься спортом с 15 лет. Клуб «Оплот» — это большой клуб. Мне нравилось. Там уютнее. Там есть большая клетка. Эмоции, болельщики. Там хорошо, что есть такой клуб для борцов. Я никогда в клетке не вступал. Хочу попробовать там. Получить новые впечатления, эмоции. И порадовать красивым боем своих друзей, тренеров. Пусть победит сильнейший. Дамы и господа, в клетку приглашается боец весовой категории до 66 килограмм из Таджикистана. Ladies and gentlemen, let's greet in the cage fighter of featherweight category from Tajikistan. Аюб Табаров! Итак, встречаем бойца из Таджикистана, это Аюб Табаров. Опять же видим противостояние боец Таджикистана против бойца Ну, что могу сказать об этом бойце? Он к нам иногда ходит в зал в Академии боевых искусств «Честь». Неплохой, скажу, такой. Физически немножко ему надо подтянуть. Знает немножко грэпплинга. В ударной технике уровень средний. Ну, совсем молодой боец, есть перспективы, есть будущее. Если будет тренироваться, готовиться, я думаю, может выйти на хороший уровень. Боец, который будет действительно... Не любой, не каждому дано, Александр. Боец весом 60 вот килограмм, как. 165 сантиметров. Его рост, ему 19 лет, представляет Республику Туркменистан. Ребята Есть просто люди, занимаются 20 лет, и им ничего не удается. А есть люди, которые всего лишь за год могут достичь. Значит, плохо заниматься. Возможно. Хотя я знаю человека, у нас в зале ходит 10 лет, ни одну тренировку Александр не пропускает. Но не удается ему идти дальше, он всегда остается на одном и том же уровне. Хотя тренировки боец этот не пропускает. Видим, бойцы очень серьезно настроены, переживают. Сильно он загрузился в этот бой, по-моему, чересчур. Сейчас надо этот страх забыть. Наши ребята очень нервничают. Да, очень важно сейчас не только за бой думать, и нервы свои успокоить. Первый раунд. Настроиться нормально на этот поединок и думать, что, как работать. Видимо, размашистые удары и опять. Его боец из Туркменистана попытался пройти в ноги. Но он прошел и занял положение сбоку. Удалось перевести, я думаю, он сейчас как раз использует. Вот видим, боец из Таджикистана взял в гард, взял гильотину. Через руку зря он взял, но может задушить. Да, довольно неплохо уже взял. Красавчик. Очень легко. Мне кажется, было видно очень, что его соперник намного слабее его. Хасанов очень нервничал.
Да, перегорел. Но Это было видно в самом начале поединка. я скажу, даже давление особо не пошло. Он чуть-чуть только почувствовал, что идет немножко давление, сразу постучал. Он просто вышел попробовать себя. Вот, Как я говорил, перед тем, как выходить на бой, надо себя настроить. Перебороть свой страх и выйти на бой. Если ты не переборол свой страх, вам здесь нечего делать, ребята. Аюб, ну что ж, отличный поединок. Скажи, пожалуйста, почему так уверенно ты пустил соперника, вот, чтобы он занимал как бы доминирующее положение? Это был side mount, то есть ты так уверенно просто отдал ему позицию. Неужели 100% знал, что выполнишь этот прием гильотина? You're so confident because it was side mount. Your contender was in the top. So why did you let him to be there? Because like first seconds of the fight, why did that happen? Спасибо Аллаху за то, что он мне помогал, и моему тренеру, и все друзья. Нормальный бой был, все нормально. He just wants to give thanks to Allah, to God, and also to his trainer. Fight was really good. Everything is under control. Ну что ж, и тебе также спасибо за бой. Увидимся в клетке. Удачи!